Здесь у нас немножечко сборный сегодня такой вечер разных профессий, люди разных, значит, менталитета. Значит, мы хотим, чтобы наши штабные люди, наши ветераны познакомились с вашими. И вот такое здесь произошло знакомство, обмен мнениями, и все люди позитивно настроены, в будущем друг другу помогали. Вот каждый из вас взять, вы каждый, вот я послушал, личность, все друг другу будете полезны, больше, чем я в этом очень уверен. У нас первоначальная задача вот, была, значит, у нас очень много было выходцев из Татарстана, разных национальностей. Да? И вот они, приезжая в Москву, чтобы адаптироваться, вот в Китай-Городской стене было организовано ДЛ-16. Вот для объединения земляков. Уже при ДЛ-16 был создан, значит, штаб. Да? Штаб был 25 лет назад, его вел, конечно же, Фиграт Ахмеджанов Табеев, наш бывший секретарь Татарстана. И вот 6 лет его нет с нами, вот эти принципы его, значит, что он заложил, вот мы это продолжаем вести. Вот. Очень рекомендую вам посмотреть наши сайты. Вот, на сайтах у нас фильмы о нашей деятельности, значит, о наших планах, вот, задачах. У нас вот есть клуб отдельно офицеров, у нас клуб есть отдельно, значит, врачей. Вот, у нас вот отдельные такие клубы. Задача какая, значит? Задача, особенно кто в первый раз приехал в Москву, вот, для адаптации. И у нас какой-то большой акцент на молодежь. Вот мы каждое воскресенье собираем здесь студентов. Первый, второй курс. Если у вас есть какие-то племянники, дети, значит, дети друзей, вот, посылайте их к нам в воскресенье в 6 часов. Значит, у нас, ну, в основном уклон татарский, да, башкирский. Мы не делим в Москве. Но мы сейчас начинаем привлекать тюркские народы. И вот эта молодежь, чтобы общалась между собой. Вот когда мы проводим ифтары, когда проводим тюркские мероприятия, у нас выступают уйгуры, кумыки, значит, карачаевцы. И мы понимаем друг друга. У нас один язык. Вот. До революции всех в Москве звали татарами, знаете, да? Вот такое у нас назначение штаба. И вот сегодня мы просто не могли не собраться, потому что сегодня 85 лет Минтимиру Шариповичу Шаймиеву. Да. Получится у меня или нет, я попробую. С металлом в голосе, с дрожью в коленках, два коротких, один длинный, в честь здоровья, в честь Минтимира Шариповича. 3-4. Ура! 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 Да. Ну, для меня это очень волнительно тем, что мы жили в одном доме. Меня из роддома забирал Шаймиев, мне имя называл Шаймиев, и поэтому у нас очень такое переплетение в детстве. Вот мы выставили 3 фильма вчера, да, вот, про его биографию. И вот я поделился детскими воспоминаниями из детства. Мы недавно с ним встречались, вот, разговаривали. У него феноменальная память, хорошее рукопожатие. Мы все с ним обсудили, все поговорили. Вот сейчас опять в Казань я еду на встречу с ним, значит. Мы хотим, вы знаете, да, он сейчас в Татарстане строит школы определенные. Вот мы хотим вместе как-то его уговорить, и чтобы он в Москве или Подмосковье построил вот такую школу, да, вот, с изучением нескольких языков. Вот, так что он еще у нас в строю. Вот, и даже если вот вчера на день рождения мы видели, все собрались к нему, да, любят друг друга, не любят, все были на юбилее. Очень большую ему оценку дали вот эту награду, значит, было правительство, приехали из Москвы. Для нас это очень приятно. Все-таки, наверное, если взять, он один из самых таких долгожителей, уважаемых, признанных таких вот президентов, и который, наверное, сыграл большую роль, значит, в 90-е, сохранить вот это, значит, не было, чтобы никаких там разногласий, потому что на Татарстан, все-таки будем говорить откровенно, вот эти приволжские республики, они ориентируются на нас, поэтому вот это было очень важно, его политику, да. Он пользовался уважением, признанием, любовью народной, вот поэтому, конечно, дай Бог ему здоровья. Поэтому, значит, ну я его, конечно же, пригласил в штаб. Я не знаю, приедет, не приедет, но вот я это тоже в следующий раз обсужу с ним, если будет в Москве он, да. Или же вот выездной штаб, или как. Ну вот он интервью каждый раз нам дает, рассказывает, мы этому, конечно, очень рады.
Вот такой у нас, так что Владимиру Шариповичу здоровья мы пожелали, поздравили. Вот. Сегодня главная задача, чтобы вот мы поменялись визитками, мы пообщались, значит, и были друг другу не только полезны, но и позитивно были настроены вот, на будущие отношения. Вот приятно, что вот из Чувашии, значит, у нас здесь, мы с ними очень плотно общаемся здесь в штабе, вот, с тюркскими народами, значит. Вот вчера у нас был такой вечер, значит, тоже мы его уже запланировали, поэтому не могли перенести. Просто вот мы проанализировали ситуацию в Казахстане, и вот что мы можем сделать со своей точки зрения, чтобы таких больше вот поползновений Запада, чтобы вот это вот агитации Запада, это же все равно кто-то устроил, кто-то за этим стоит. Вот. Штаб татар всегда занимал и занимает центристскую политику. Аксакалы штаба, например, первые предложили голосовать за Путина, да? Потом, значит, у нас тоже были определенные претензии к нам там, вот, значит, вот, мы все-таки центристскую политику занимаем. У нас, если никто не, значит, пошел, если кто-то на митинг, что-то, мы говорим, не ходите на разные, значит, эти вещи и объясняем, почему этого не надо делать, да. Мы всегда подчеркиваем, что Татарстан – это субъект федерации, мы живем, значит, в России. Мы всегда подчеркиваем, что, значит, у нас одни законы, одни, значит, порядки, и то, что вот проблемы, когда возникли с языком, это же с языком не только с Татарстана, да, это общая проблема, это политика государства. Разговаривать на родном языке, петь песни на родном языке никто не запрещает, и все это зависит, вот как говорит всегда Рустам Нургалиевич, это зависит от энтузиастов на местах. Вот, от энтузиастов. Вот поэтому вот мы такую проводим работу с молодежью. Вот я уже про воскресенье вам сказал, мы пытаемся здесь, значит, объяснить все, чтобы вот по сохранению татарского языка, культуры. У нас идет сейчас реорганизация штаба, реорганизация. Мы где-то в феврале или в марте решили штаб переделать в Конгресс, да, чтобы был решение вопросов уровень другой. Да, это другая, значит, ответственность, это другой уровень решения вопросов, и мы хотели штаб, чтобы был конгрессом. И вот мы начали эту работу, да, в начале. И потом, значит, у нас вот в прошлом году достижением нашим, вот здесь книга лежит, да, мы издали книгу. Эта книга уникальная для татарского мира. Ее никогда не было. Это был огромный труд, очень затратно. И вот мы сделали в больших городах, где живут татары, там, значит, Екатеринбург, Астрахань, Челябинск, Магнитогорск, мы сделали в 20 городах презентацию. И потом у нас есть 10 детских подшефных домов. Да? И, значит, мы проводили ифтары. И уставом нашего штаба это не было предусмотрено, потому что устав старый. И поэтому Минюст нам был определенные претензии. Мы уж, как говорится, махнули на это рукой и продолжали дальше, вторые претензии, третьи. И вот сейчас получилось это дело в суде, но к этому мы уже с февраля готовы, мы уже настроены, и сейчас наши юристы. Или вопрос, здесь есть кто-то юрист, они все знают, или через суд закрывать, или самоликвидация. Да? Вот самоликвидация намного хлопотней и дороже. И вот у нас уже на финишной прямой, значит, Конгресс татар Москвы будет. Ну, у нас вокруг штаба создано много общественных организаций, в том числе несколько штабов у нас есть. У нас есть прекрасно работает штаб в области, у нас работает штаб татарской молодежи, у нас работает вот этот клуб ТЛ-16, у нас много организаций. Но вот ту организацию, которая занималась выпуском книг и ездила по городам, вот у нас сейчас идут такие судебные, ничего страшного нет, мы живем завтрашним днем, это было, значит, ожидаемо, и, значит, и поэтому здесь никаких проблем у нас, я думаю, что нет и не будет. Вот. У нас очень много милиции, которые молодежь. Вот мы приглашаем молодежь в милицию, им наставления дают, как правило, ветераны. Вот. У нас офицерское собрание создал замминистра МВД Татарстана Федотов, да?
Вот, Владимир Алексеевич, вот он, значит, уже на пенсии давно, вот он приезжает периодически, мы собираем вот этих вот из учебных заведений, вот он их наставляет там, будьте, значит, работайте, старайтесь, если в милицию пришли там, вот как-то вот такое у нас постоянно происходит, вот, поэтому вот такая деятельность, вот ответ вот этой статье, я считаю, что мы не закрыты, во-первых, мы открыты к общению всегда, мы со всеми общаемся, вот, значит, поэтому ждем вот сейчас, значит, вот этой деятельности Конгресса. Это уже будет у нас, мы хотим выстраивать отношения с посольствами, с полпредствами. Особенно вот у нас большой акцент будет на среднеазиатские республики, да. Поэтому вот мы хотим вот через это общение, как-то вот, чтобы в этом общении задействовать нашу молодежь. Да, чтобы они тоже начинали уже с молодости, с учебы, вот ему особенно касается это, вот эти вот общения. Вот это вот у нас задача, вот это вот Конгресса. У нас Конгресс есть уже, мы сайты открыли где-то, наверное, летом, вот посмотрите, есть сайты Конгресса. У нас фильмы уже начали мы снимать про Конгресс, значит, да. И вот у нас историческая дата какая, на той неделе канал YouTube перешагнул у нас за 1000 роликов. Мы создали буквально 4 дня назад новый канал YouTube DL16, вот в честь 30-летия, которое будет нынче. Вот это в DL16, где Лужков, Шаймеев знакомились, где они, вот это все начиналось. Это вот DL16, деловых людей 16. А почему 16? Потому что регион, и потому что 16 ударов в сердце в один вдох. И поэтому вдох у нас нормальный, пульс нормальный, мы движемся вперед. Благодарю за сегодняшний вечер. Зайнединов Эмиль Ильдарович, помощник генерала армии Моисеева Михаила Алексеевича, Российский союз ветеранов. Ну, здесь в том числе хотел бы я сказать и от имени Российского союза ветеранов. Мне попросили, чтобы здесь я сказал, что очень мы рады, что вот такие мероприятия возможны. В том числе и к нам зовем на Гогольский бульвар, дом 4, у нас там и музей есть, все у нас там как положено. Вот, и столовые, кстати, тоже как-нибудь, может быть, такой же организуем стол. Ридер Алексей Николаевич родился, вот тут уже говорили, как раз я родился в Казахстане, Казахстан хорошо знаю, потому что было связано немножко у меня с спортом, со спортом я его весь и изъездил. Потом в последующем я поступил в военное училище, 20 лет службы в армии, затем меня пригласили в структуру Министерства чрезвычайных ситуаций. Это уже было город Уфа, 10 лет я там проработал, как раз отвечал за топливно-энергетический комплекс, кто, наверное, слышал, наверное, это самое крупное считается вот, в Уфе. Затем работа самой администрации города, и ну, там недолго, вот 7 месяцев, и в последующем меня пригласили сюда, в Москву, в спецстрой. И в спецстрое я вот, в принципе, как бы Министерство обороны меня не отпускает, я с Министерством обороны, мои однокашники на сегодняшний день возглавляют, ну я академию закончил, возглавляют и инженерную академию, вот начиная с начальника, заместителей, начальники кафедр, вот, плюс инженерное управление. Сегодня мне вот интересно тоже информация поступила, один из заместителей по вооружению, тоже мой однокашник назначен, тоже приятно, как поздравил его. Да вообще все, да, даже сегодня чего далеко ходить, сегодня 21 января, это день образования инженерных войск Министерства обороны, 321-я годовщина, поэтому мы всех поздравляли по этому поводу. Мухаммадьяров Эльмир Мансурович свою деятельность начинал в МВД Республики Татарстан в городе Казани. Основное время, основную массу своей деятельности прошел в оперативных службах, это управление по борьбе с организованной преступностью, в уголовном розыске. 4 года руководил отделом контроля в ГИАЦ МВД России. Последняя должность была начальник отдела по кражам гонавтотранспорта здесь, в центральном аппарате МВД России. Но с 2013 года, имея юридическое образование, я работаю адвокатом здесь, в Москве, да, по настоящее время. Думаю, еще будет продолжительное время работать. Так что, если какие-то вопросы есть, можете обращаться. Харисов Фарис Фахразович, мен Башкортостаннан, вся трудовая деятельность связана с Казанью, Татарстаном. Сфера деятельности образования, педагогики образования с 2005 года в Москве. Рустам Афандыга, Бекзур Рахмат. Бірінші дистайылар татарларны, яшьләрне һәм башка милләт вәкилләрен берләштереп
объединяющее начало, дает возможность познакомиться. И, безусловно, это окрыляет и дает возможность понять, что это не один. Много наших татар, башкир и других представителей, которые готовы взаимодействовать и помогать друг другу. Это важно, и сегодня то, что поднимается на другой уровень сообщества, созданием Конгресса, планы большие, мы надеемся, что и команда очень большая, профессионала в разных областях взаимодействуют, и в разных субъектах Российской Федерации. Это хорошее пополнение тех больших движений татар, татарского сообщества в России и странах СНГ. Желаем успехов и, безусловно, каждый из нас должен содействовать быстрому развитию движения московских конгресса татар и объединение татар, тюркских народов. Это тоже очень ценно. Зовут меня Марат Марселич, фамилия Канзафаров. Я, в принципе, из сферы бизнеса, поэтому я работаю в теме в сфере строительства, капитального ремонта. Москва, Московская область. Меня зовут Ильдар. Я всю жизнь прослужил в Министерстве обороны и органах государственной безопасности, полковник юстиции. И сейчас работаю в администрации президента, руковожу одним из департаментов. Здравствуйте, меня зовут Александр. Ну, с МВД я связан, много лет проработал в Долг-Бугорок от Петровки 38. А также мое хобби, изучал водолазные дела, работал инструктором по дайвингу в Крыму. Ну и иногда я так, матрос-спасатель, короче. Ну и все. Фамилия моя Шакулов, звать Андрей. Военное училище, военная контрразведка. Сегодня пенсионер органов ФСБ. Занимаюсь одним из любимых своих дел – охранный бизнес. Сегодня 13 лет моему предприятию, 21 января. Сколько поводов сегодня? Меня зовут Анна, я супруга Андрея Егоровича. Впервые здесь действительно очень приятная обстановка, очень такая творческая арт-студия. Занимаюсь, мы из Чебоксар, столица Чувашии. Долгое время работала в администрации города, руководила аппаратом собрания депутатов. На сегодняшний день представляю туристический бизнес. У нас товарный знак «Городские легенды», Чебтурком. Все, кто приедет в Чебоксары, в Чувашию, добро пожаловать. Покажем, расскажем, звоните, приезжайте. Дигая Усман Ильтеевич, чеченец, дурно одет, но хорошо воспитан, динамовец, полковник нескольких служб, заслуженный тренер России, работал в Минобороны, служил в ФСКН, ФСНП, ФМС, МВД. В настоящее время работаю в АКР, Олимпийском комитете России. Очень рад присутствовать в сегодняшнем мероприятии. Очень близко, тесно, давным-давно дружу. В Казани очень много друзей. Рад еще раз соприкоснуться с культурой братского родного народа, потому что с Татарстаном связывает очень много. И масса положительного, позитивного, который всегда привожу в пример. Рад еще раз побывать здесь. Спасибо Рустему Фаисовичу. Газизов Рустем Фаисович, Туймазы, Башкирия. Это познакомились с Рустемом Фаисовичем совсем недавно и нашли родственные души. Это первое. Второе. Огромное спасибо и активистам, и молодежи, и тем людям, которые здесь создают праздник души. Огромное спасибо. И самое главное, работа Международной станции антиконтрафакт. Москва. Молодец. Все, доклад закончен. Ахмедшин Марсель Фанисович, из Башкирии, тоже Туймазы. В Москве с 98 года живу, работаю. Юрист имущественного комплекса, в принципе, владею агентством недвижимости и юридической службой Москвы. 2 направления. Так что, у кого будут вопросы, обращайтесь. Сиразов Альмир Лусович, представляю город Казань. Тоже со строительной сферы, ветеран Чечни. Работал в органах, тоже юрист. Вкратце. Владимир Яникович. Первое мое образование — финансовый университет.
второе образование, исторический факультет Иркутского госуниверситета, изучал теологию, особенно в научно-образовательном пространстве, поэтому будем рады взаимодействовать и с Конгрессом татарских общин, особенно по работе с молодежью, чтобы укреплять межрелигиозные мир и согласие на территории Российской Федерации. И в этом году президент Владимир Путин подписал год культурного наследия, поэтому будем рады тоже информационно поддержать, потому что также курирую департамент специальных проектов медиахолдинга региона России, руководитель попечительского совета мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин, поэтому будем рады поддерживать и укреплять в информационном поле. Добрый вечер. Я чувствую, по возрасту я, наверное, самый молодой. Да, самый молодой, говорят. Вот. Зовут Зулькарнаев Батыр Гарай Салимович. Вот. Я сам родился в Башкирии, но мама моя потом жила в Татарстане, и последние 25 лет вот все было связано с Зеленодольским районом, Раифой. Вот она проживала, Царство Небесное. Вот. Ну, такой типовой, наверное, уход жизни. Школа обычная в городе Стерлитамаке, военно-морское училище, потом подводные лодки Северного флота, потом военно-морская академия. Оттуда аппарат Совета Безопасности, я военным инспектором Российской Федерации. Вот. Короче, остальное, когда вышел на пенсию, работал в системе Росатома. Хочу сказать, что я вот впервые здесь, но наслышан от моих друзей, товарищей Ахата Крамыча, вот, и других моих товарищей, которые бывают тепло приняты и такой комфортной обстановке проводят время, общаются, очень полезно и интересно. Вот. Я хочу сказать, мой товарищ, который сидит слева, молодой, это Захар Горбунов, он еще про себя скажет. Вот у нас ругает молодежь не такая, молодежь вот это, компьютер там и так далее, и родины у нее нет. Я вам хочу сказать, что он, я только знаю 5, а может больше иностранных языков, потом, значит, учился, наверное, во всех известных европейских и неевропейских странах, вот. И в настоящее уже живет и работает в городе Москве в системе нотариата. Я, соприкасаясь с его работой, общаясь с ним, вижу, что молодежь глубже смотрит на законы, глубже смотрит на все вот происходящее. И я очень удивился, когда можно вести банковские дела через нотариат, оказывается, по закону это дает большие возможности. Когда договоры между юридическими лицами, как производственные и по другим направлениям, оказывается, совместно с нотариатом, через нотариат оформленные совместно, оказывается, дает большие возможности и, самое главное, гарантии. Вот. И воинское звание у меня контр-адмирал, вот, в отставке уже, правда. Я еще добавлю, доктор военных наук, профессор. У меня 2 сына, один записан башкир, второй записан русский, потому что жена русская. Вот, вот и поймите, мы вот живем в России, давно нас пора было назвать россиянами, потому что у нас, мы такие богатые духом, вот, мы сами этого не понимаем, потому что вот я говорил тут уже, я вырос в деревне Татарск, родился в Башкирске, жил школу, 8 класс закончил в татарской деревне, рядом в той же школе Мордва учились, чуваши, вот, русские, и у пальцев не хватит вот в 2 руках. И ведь у многих народов, наверное, государств этого нет, наверное. И всегда до этого, может быть, и дальше, я уверен, что и дальше так будет, что вот это наше совместное вот, проживание, работа, общение, она, наверное, такую укрепляет нас, делает Россию не похожей ни на какую страну, и в этом, наверное, наша сила. Спасибо за предоставленное слово. Горбунов Захар, тут уже несколько слов об мне было сказано. Я на данный момент исполняющий обязанности нотариуса. Ранее также работал в МГИМО, преподавал английский язык 3 семестра. Интересуюсь, соответственно, иностранными языками. По своей деятельности считаю себя юристом, пробовал
ну, вот себя преподавателем как-то посчитал, что раскрою свои возможности больше в юриспруденции. Соответственно, вот уже 6 лет я в этой сфере работаю, и мне она очень нравится. Соответственно, люблю решать конкретные вопросы в сфере именно нотариата, которые возникают у людей. Если какие-то будут вопросы, связанные или не связанные с нотариатом, я также учусь, ну, в аспирантуре сейчас на 3-м курсе заканчиваю, пишу кандидатскую диссертацию, соответственно, в этом или следующем году тут уже как ситуация эпидемиологическая сложится, буду защищаться. Если будут какие-то вопросы на тематику юриспруденции, соответственно, готов буду помочь и ответить. Спасибо. Александр Соловьев, Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, финансовая академия Украины, сам родился на Украине, давно здесь. Инвестиции, в основном инновации, смотрим разные проекты, если у кого будут разные варианты, предлагайте. Спасибо за внимание. Игорь Герман, моя фамилия. Я очень долгое время прожил в городе Набережные Челны, имею некоторое отношение к нашему шоу-бизнесу российскому, поэтому в силу обстоятельств в 1992 году из Татарстана, из Набережных Челнов переехал в Москву. И с того времени проживаю здесь, значит, пытаясь найти свои большие, широкие, правильные дороги. Вот, как все мы, собственно, я думаю, что примерно жизнь у нас, так сказать, происходит в одном ключе. Вот, пишу, сочиняю песни, являюсь членом этого коллектива уже там давно, так сказать, вот. К сожалению, редко сейчас приходится бывать сегодня. Безусловно, рад тоже всех видеть, со всеми познакомиться. И будьте здоровы, с прошедшими вас праздниками, с наступающим. Я тоже имею отношение к шоу-бизнесу, я ведущий. Так что, если там нужно провести кому-то там праздник, мероприятие, там аппаратура, то обращайтесь ко мне, все сделаем. Вот наилучшим образом. Александр Матвеев. Фамилию забыл. Александр Матвеев. Вот новые лица, новые мужчины. Мне как клубу знакомства особо радуют мужчины. Вот, красивые. Вы отвечаете за и некрасивые. клуб знакомств, да? Да, я знакомлю татар. Я устраиваю их общение вне штаба, потому что не штабом единым живет человек, татарин, в Москве. Очень сложно ориентироваться. Особенно, скажем так, не москвичам. Не всех же угораздило. Приезжают, как говорится, как бы в туманности Андромеды. Ну вот, мы как бы свой татарский язык никогда не забываем. Даже в реалиях кафе, ресторанов. В Москве, в любых районах города своя музыка из Татарстана. Артистов приглашаем, если недорого просят. Основной язык татарский кафейтегіз, татарша көп сөйлейбіз, матур сөйлейбіз, тырышабыз, балаларны, анықларны, яшьләребезне, шулай бит, менә Пензадан килгән кеше дә шулай Пензада таныштыра дигәндәй, һәрбер шәһәрдә безнең татар милләттәшләребез күп. Безнең татар халкы иң тырыш халык дип әйтәсем килә, иң тәртипле, иң дә инде мөкаддәс һәм дә ки иманлы. Шулай тагын да булсын өчен, әлегә штаб дип аталган алдагы көннәрдә инде конгресс күтәрелер дип өмет итәбез. Һәм дә ки безнең максатлар гына булып калмасы, безнең даже эшләнешебез күбәер дип өмет итәбез.